Ухта – актовый зал Дома молодежи. В воскресный день здесь собираются особо неравнодушные люди. Местные активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и их новые добровольцы. Свет приглушен, работает проектор. На слайдах вся информация о работе за последнее время и правила поиска людей. Куда обратиться в первую очередь и как правильно организовать поиск. Это профилактика, это то единственное направление, которое не про поиски, которое в первую очередь направлено на профилактику. Это наш ответ на самые тяжелые, самые эмоциональные поиски, на поиск детей. Это работа с детьми, в основном со школьниками. Собственно, подразделение в Ухте отряд «Лиза Алерт» открыл в феврале прошлого года. Сегодня общее число участников в «Жемчужине Севера» и соседнем Сосногорске – 12 человек. Пока добровольцев немного, но они уже активно ведут свою деятельность, помогают в поиске пропавших людей и рассказывают подрастающему поколению о том, как не потеряться в городе или лесу. И самое главное, что делать, если это все же произошло. А это уже подобная встреча с новичками в столице Коми. Вновь прибывший отряд сначала подробно рассказывает о самой организации. Она появилась еще в 2010 году. Тогда в подмосковном Орехово-Зуево без вести пропала 5-летняя Лиза Фомкина и ее тетя. На помощь ринулись сотни неравнодушных граждан. Спасти пропавших, к сожалению, не удалось. Но после происшествия волонтеры выступили с идеей создать поисково-спасательный отряд. В память о маленькой Лизе его так и назвали – «Лиза Алерт». Его подразделение в Коми появилось в 2017 году. Сейчас отряд действует не только в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске, но и в северных городах – Печоре, Усинске и Инте. А один доброволец уже трудится на территории Воркуты. Мы работаем обязательно с полицией. Мы выясняем, действительно, есть ли заявка именно на этого потерявшего человека. Потому что ситуации бывают разные. Бывает, что люди не хотят, чтобы их искали. Или же мы не ищем преступника. Всего у отряда 21 направление деятельности. Одно из них – новичковое. Для желающих вступить в отряд каждый месяц в городах Коми проводятся встречи. На них рассказывают об истории создания и структуре Лизы Алерт, об оборудовании, с которым работают добровольцы, и, конечно же, об алгоритмах поиска пропавших в городе и в лесу. Провожу вот такие встречи с новичками. Да? У нас раз или два раза в месяц проходит такая встреча. Мы проводим учебы. Допустим, вот в эту субботу у нас будет учеба по радиосвязи. Обучаться. Также у нас учеба проходит на спортбазе «Динамо». Там у нас практика. С ростом известности отряда увеличивается и число заявок о пропавших людях. Так, в 2018 году их поступило около 70, а уже годом позже – 122. Вступить в отряд может любой желающий. Даже люди с ограниченными возможностями могут внести свой весомый вклад в организацию поиска пропавших без вести, работая инфоргом. Это люди, которые в силу разных особенностей не могут самостоятельно выехать на поиски, но они могут взять на себя из дома организацию всего процесса. Любовь Лапина, Виктория Денисова, Виктория Науменко, телеканал Юрган.